Привет! С вами телепередача «Пропеллер». Всем привет, друзья! Привет! Первый наш сюжет, о котором мы сегодня хотели поговорить, посвящен нововведению в нашем городе. Называется он парасейлинг. Такое некое ноу-хау, потому что обычно парасейлингом занимаются на море. А у нас это все решили сделать в снегу, в снежном море, и у нас люди летают за автомобилем. Для тех, кто боится прыгнуть с парашютом, ну вот, допустим, я очень боюсь, я бы вряд ли осмелилась на такой шаг, а вот на парасейлинге бы я покаталась с удовольствием. Ну, вроде тоже парашют, но ты и не прыгаешь. А все об этом знает и сейчас нам покажет и расскажет заслуженный экстремал телепередачи «Пропеллер» Вячеслав Бреш. Главный атлет воздушной нашей передачи. Атлет – ключевое слово для Славы вообще. Дорогие друзья, всем привет! Весна, солнце, отличная погода на улице. Почему бы, например, не выйти и не заняться парасейлингом? А что такое парасейлинг, мы сейчас покажем. Парасейлинг – это буксировочный упал, парашют, который буксируется с помощью длинного троса за транспортным средством. Свою историю начал где-то в 50-х годах как военный тренажер для подготовки на профессиональных парашютистов. Когда сидишь, когда купол уже открыт, он натянут, получается, со всех сторон тросами. И запутаться и так далее вообще нереально. Заниматься парасейлингом можно с 16 лет. Ваша весовая категория должна быть от 40 до 140 килограммов. Первым делом проводится проверка парашюта, тросов, транспорта и трассы. Также замеряется порыв и направление ветра. И только после этого начинаются полеты. Полетели! Дорогие друзья, что хотелось бы сказать, очень круто! И, кстати, совсем не страшно. Почему? Потому что парашют наш, ивановский трикотаж, но, кстати, ветер дует. Я лечу! Нет, все. Сейчас навыки, которые я проходил, когда летал на парашюте. То есть самое главное правильно приземлиться. Это мы ноги смыкаем вот так вот, вместе, и падаем на землю. Итак, раз. Гасим купол. Все круто. Продолжительность полета около 2 минут. Летаем в 2 направлениях. Во второй раз уже не так страшно. Передаю привет всем, кто не налетался. И хочу сказать, ребята, я с вами. Страшно! Высота, друзья, примерно 40 метров. Парасейлинг — это очень круто. Если вам очень страшно, то пойте песни, много говорите. Это была программа «Пропеллер». Увидимся в небе. Перейдем к нашему следующему сюжету. Он у нас о молодом человеке. Его зовут Максим, который занимается у нас плаванием и уже добился невероятных результатов. Многие в школе ходили на разные классы, на разные кружки и так далее. Вот. А у нас вместо физкультуры мы ходили в бассейн. Нужно в бассейне уметь глаза в воде. И для этого у нас была тренировка. Ты наливаешь в тазик воды, кладешь... Хлорочки туда насыпаешь, и давай глаза. Комета туда, немножко. Я помню, как я маленькая на кухне с тазиком воды. Монетка. Господи, а вы помните вот эти шапочки советские, такие розовые? Это же травма, по-моему, детская. Я их всегда переворачивал, потому что это было невозможно. Ты похож на бабку лысую. А что, у мальчиков тоже такие? Да, всем такие. Там не было какой-то дифференциации. Я, кстати, залипала всегда на эту шапочку, минут 10 сидела и делала вот так. Все так делали. Просто девочки потом нормально плавали, а мальчики плакали и переворачивали ее наизнанку. Такие разные люди, такое одинаковое детство. Я начал заниматься 7 лет. Очень много времени уходит у меня на плавание, почти полдня. Тренируюсь я 6 дней
в неделю и прихожу на утреннюю тренировку, которая начинается в 7 утра. Завтракаю я стаканом сока и либо хлопья, либо попью и пойду дальше. Ставлю рекорды на скорости глубину, на-на-на-на-на. За несколько секунд от угла до угла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Могу проплыть легко по самому дну. Разминка составляет 800 метров. Все остальное занимает где-то 4 километра 900. Плавание очень известно своим нетравмоопасностью, так что я никогда не получал никаких травм во время тренировок. Я выезжал за пределы республики. Медали я не получил, но получил бесценный опыт. Я стал намного быстрее, мое время улучшилось. Мой любимый стиль плавания – это брас. Мой первый тренер очень мне помог в этом выборе. С самой первой тренировки я начал тренироваться по брасу. Нету самого легкого стиля в плавании. Ты именно должен выбрать его сам. Во-первых, спорт для меня дал силу воли. Во-вторых, он мне дал очень большое здоровье, потому что в детстве я был очень болезненным ребенком. Безусловно, я получаю опыт, который приходит со временем. Ну и также с опытом приходит и ответственность. Возможно, тебя не будут замечать иногда на больших таких соревнованиях, и люди на улице не будут спрашивать у тебя автографы, но все же родня тебя всегда поддерживает, и ты подумаешь, что я неспроста ходил каждое утро в 7 часов утра в этот бассейн. Не сомневайтесь в себе. Вначале всегда все будет плохо, и у вас не будет ничего получаться. У меня тоже такое было, я даже хотел бросить, но все же мне помогли родители, они мне посоветовали все же продолжить. И вот я здесь. Теперь я перворазрядник и уже вспоминаю, как грустные времена в самом начале. Сейчас мы будем говорить о таком виде искусств, как трикинг. Это очень похоже на капоэйра, на вид боевого искусства, но это не является видом боевого искусства, это скорее акробатический экстрим. Наблюдается влияние от тэквондо. Нужно понимать, что если тренированный человек, который может сделать двойное сальто, вдруг раскрутится вокруг своей оси и прилетит ногой тебе в голову, тебе будет неприятно. С другой стороны, нужно понимать, что по Грессу и 17-му кварталу одним торнадо-киком ты это понятно. передвигаться не сможешь. Так что, в принципе, это такое интересное синтетическое искусство, которое включает в себя как акробатику, так и такие вполне себе прикладные вкрапления из единоборств. Давайте посмотрим на ребят, которые этим занимаются, как к ним можно попасть и вообще, что из этого получится. Я пришел в трикинг с паркура. Мне в трикинге все нравится. Я познаю в себе скрытые возможности тела, могу контролировать себя, развиваться физически, духовно. В общем, для меня, я как считаю, трикинг — это философия. Человек, трикер, да, он не только может делать те элементы, которые, например, прописаны в классификациях, он может добавлять в себя что-то сам. В этом спорте самое тяжелое, по-моему, это преодолеть самого себя, свой страх. Как база таковая у трикинга — это боевые искусства. То есть разнообразные именно удары ногами из ушу, тэквондо, капоэйры. И также плюс элементы из брейкданса, несомненно, акробатика именно из гимнастики. По мере осваивания этих элементов ты начинаешь прогрессировать, пробуешь все разные, новые элементы, и тем самым ты их показываешь в связках, в своих комбинациях.
Недавно проходил Pacific Jam во Владивостоке, международные соревнования. Там были спортсмены, атлеты из Кореи и Китая. Вот эти соревнования больше всего мне запомнились. Ну и у нас был лучший уровень самый. Травмы встречаются часто, если нет условий для занятий. То есть вот сейчас мы занимаемся на траве. Не так оттолкнулся, все, у тебя уже получается растяжение какое-нибудь легкое. Вывихи пальцев бывают. Бывает, конечно, и посерьезнее, там разрывы связок и так далее, но у нас тут такого не было. В трекинге, на мой взгляд, очень важна красота движений. Когда элемент выглядит неэстетично, просто связка не смотрится. Именно даже на соревнованиях, на батлах это могут не оценить. Лучше уже сделать базу, но красиво, нежели какой-то там жесткий элемент, но коряво. Если так посудить, по-моему, это даже не спорт, а что-то большее. Вот, допустим, те же самые соревнования, да, встречах, это как бы объединяет людей, знакомства, те же самые, обмен опытом. Это, по-моему, что-то более чем спорт. Небольшое объявление. Дело в том, что 3 апреля у нас в Байкальском государственном университете экономики и права будет проходить День открытых дверей. Там будет проходить встреча с преподавателями, будет ознакомление с профессиями, которые непосредственно преподаются в этом университете. И, конечно же, там будем мы. Вот, а еще там будет встреча со служебными собаками, так что я туда побегу самая первая, да, несмотря на то, что все это мероприятие проводится для учащихся с 9 по 11 класс. Да, так что ребята, которые еще не определились с выбором своего жизненного пути, могут прийти туда и определиться с выбором своего жизненного пути. Поэтому приходите, мы будем вас там ждать. С вами была телепередача «Пропеллер». Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, оставляйте комментарии, отзывы, будем ждать. Да. Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока. Пока-пока. Концертное агентство «Анна Домини» и телепрограмма «Пропеллер» представляют 4 апреля в КДЦ «Европа Клуб» фестиваль ЕКТ-Рок. В программе живая музыка, конкурсы для музыкантов и зрителей. Генеральные партнеры – магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада», магазин профоборудования и инструментов «Свет, звук, кино». Билеты в кассах кинотеатра «Центральный».